Ну что, вот я уже иду и по Граховскому району. Это 7-й район в моей экспедиции. На границе с Алнашским районом. Граховский меня встретил густым лесом и сильным дождем. Вот сейчас я уже подхожу к Новогорскому. Там заночую, а завтра к вечеру я доберусь до Грахова. Удачно так расположился в Новогорском, возле местного клуба. Сейчас буду кашу. И пойду ставить палатку. Ну все, друзья, я добрался до Грахова. Я дико устал идти по такой жаре. Сейчас я прохожу речку Адамку, дойду до ближайшего магазина, куплю мороженку и передохну. Я очень делал мало привалов, у меня не было воды, поэтому я вообще сильно устал. Буду искать сегодня баню, потому что я вообще вспотел и мне нужно постирать вещи. Я думаю, что граховские ребята мне не откажут. Застопили мотоблок, едем с ребятами купаться на пруд. Тормозов нету! Попадешь в историю? Да? Точно, точно. Вся Удмуртия будет смотреть тебя на ютубе. Передай привет! Привет всем удмуртам! Молодец! Опять, блин, приключения искал, жопу. Закончилась вода. Ребята приезжали на пруд, сказали, что тут есть родничок недалеко. Я вот пошел на родник, палатку уже со всеми вещами. Осталось на пруду вообще далеко. Дай бог, чтобы все обошлось с хорошими мыслями. Там, говорят, очень классный родник облагороженный. Я сейчас вышел на дорогу, шел по лесу. Думаю, сейчас посмотрим родник. Еще там, говорят, купель есть. Я еще в пруду купался, палец себе расхерачил. Нехило так, причем крови почему-то не было. Но рана глубокая. Попал я на еще один крещенский источник, освящен в 2012 году. Здесь вот так все обустроено. Сейчас водички наберу и обратно. Выпить я сразу. Здесь купель сделана. Здесь, видимо, комнатки для переодевания. Я водички набрал. Сейчас буду чай пить. На юге республики, да, единственный музей районный краеведческий, носящий имя первой удмуртской поэтессы Ашальчи Аки. Это литературный псевдоним Векшиной Аклины Григорьевны, представителей 5 национальностей. Русские, удмурты, марийцы, кряшины. Насчет вот национальности я начал, да? Это единственный район, где компактно проживают вот 5 национальностей. Вот участница Олимпийских игр в Пекине, а туда попала каким образом? Как раз перед Олимпийскими играми она участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину в Казани на федеральных соревнованиях и завоевала серебряную медаль. И таким образом оказалась. И вот буквально на следующий день после прыжка мы заимели вот эту фотографию.
Ну что, сейчас я нахожусь в центре Грахова. Только что я познакомился с интереснейшим человеком. Это директором Краеведческого музея имени Ашельчилки. Вот он мне подарил такую книгу и рассказал о районе, о выдающихся личностях района. Сегодня же один из величайших дней, сильнейших, которых я очень ждал. Это день солнцестояния. И сегодня он выпал на полнолуние, и сегодня я проведу сильнейший обряд. Там тут приполз маленький ежик, и вообще он практически как ручной.